Экономично, экологично и безопасно. Преимущество газомоторного топлива, казалось бы, очевидное. Однако на деле подавляющее большинство транспортников предпочитают заправляться бензином. В столице Коми на газе бегают всего 60 автобусов, в Ухте и того меньше. Я сегодня проезжу до 11 вечера, ну почти там плюс-минус. Сейчас мы заправили 90 литров, да, будем называть литрами. У меня еще останется где-то литров 10, наверное. Это я целый день буду ездить. Ну, примерно километров, наверное, даже не скажу, 250 может, по 300 проеду. То есть по деньгам на сколько раз экономить? Но по деньгам примерно в 2,5 раза. Бензин стоит в 2-3 раза дороже, но многие возразят, мол, переход с бензина на газ – недешевое удовольствие. Переоборудование стоит десятки тысяч. На самом деле эти затраты окупаются, как правило, менее чем за год. А у нас люди вообще боятся всего нового чего-то. У нас же в умах консерватизм всегда. Я считаю, что основная проблема в этом недоверие, наверное. То, что что-то новое. По сути, поставить оборудование там, даже если оно там стоит 1080-70, да, все равно ты выиграешь, на бензине. Несмотря на госпрограмму, муниципалы неохотно переходят с бензина на газ. Хотя такой перевод, например, техники коммунальных предприятий, позволит существенно сэкономить и даже снизить тарифы для населения. Многократно, год за годом, на совещании республиканском я об этом просил. Поручите, пожалуйста, руководителю администрации города Ухта, да, начать реализовывать эту программу. Экономить деньги, в том числе наши с вами. Так? Потому что сегодня он, извините, газ в 2,5 раза дешевле, чем жидкое топливо. Но ничего не происходит, ни одной коммунальной машины у нас, вы правильно говорите, у нас в Ухте нет сегодня на природном газе. При этом, как отмечают специалисты, метан безопасен для автомобильных систем. Используя его в качестве топлива, вдвое увеличивается срок службы двигателя, а вредные выбросы снижаются в 2-3 раза. Два нефтяных региона, Татарстан и Башкирия, давно осознали преимущество газомоторного топлива и сейчас по этому показателю считаются лидерами в стране. А вот Коми только в начале пути. Для стимулирования газомоторного топлива и транспорта на газомоторном топливе в республике принят республиканский закон, согласно которому с 2020 года на территории Республики Коми начнет действовать налоговая льгота 50% для собственников газомоторных транспортных средств. Кроме того, выделены субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для маломобильных групп населения, что крайне важно. Сыктывкарская газовая заправка сегодня загружена на 74%, в Ухте всего на 17%. И нежелание водителей отказываться от бензина, возможно, связано и с тем, что сама сеть газовых заправок в республике слабо развита. Впрочем, в этом отношении дело сдвинулось. В следующем году в столице Коми построят вторую газовую станцию. Соглашение об этом уже достигнуто. Алексей Корчма, Павел Фетисов, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар, Ухта.